координату, что должны сделать? Так, запишем это свойство, да? Значит, k умножить на вектор А. Алексей Павлович Сыругин – педагог с 25-летним стажем. В Кувандыкской школе преподает физику, а еще он руководитель народного хора ветеранов. Обычно у него в классе занимается человек 10. Ровно столько ждет его каждый вечер дома. Речь идет о взятых на воспитание приемных детях, которые, впрочем, чувствуют себя родными. Яна попала в семью в 11 лет и хорошо помнит, как ее угощали. Помню, большинство сладостей было. Потому что я маленькая была, я худенькая и вообще почти не ела ничего. Я вот только сладости одни ела, маленькая же все-таки была. О том, что может угодить в детский дом, девочка не догадывалась. Ее вместе с младшим братом Ромой забрали прямо из реабилитационного центра для несовершеннолетних «Аленушка». Когда я была там, мне подошли и сказали, приехали к тебе. Я говорю, мама моя приехала, лучше. Я пришла, и там были родители эти. Новой мамой для Яны и Ромы стала Любовь Григорьевна. Женщина удивительно добрая и чуткая. Она вспоминает о телефонном звонке, который поставил перед выбором. Если вы сегодня дадите добро, что вы их возьмете, то, значит, мы их оставляем. Если нет, то завтра утром они едут в детский дом. Они там перед нами наряжаются. Стараются показаться там хорошими такими, лишь бы взяли. Детские старания не прошли даром. Впрочем, как и попытки других ребят обрести семью. Любовь Григорьевна вспоминает, как Ваня Степанов из частого гостя превратился в члена семьи. Он ждал, когда освободится место в доме у Сыругиных. Вот-вот должен был выпуститься один из воспитанников. Застенчивый мальчик не стал терять ни минуты. Перед обедом Вова, значит, уехал в Аленушку. А после обеда Ваня прибежал с портфелем, то есть не дожидаясь, пока оформят там документы или что, пришел. Вот тоже прожил до 18 лет, в прошлом году ушел к бабушке. Впрочем, это не самая удивительная история. Приемная мама с улыбкой вспоминает о дне рождения Вани Хрулева, после которого семья обрела еще одного сына. На домашний праздник был приглашен Куаныш Бежанов. Накануне мальчик опубликовал в местной газете свой рисунок и четверостишье и, воспользовавшись моментом, решил спросить экземпляр издания на память. Причем очень оригинальным способом. Он подходит, я стою там на кухне, мою посуду, а он: «Мама, а у вас есть этот рисунок и стишок?» Я: «Да, там где-то». Потом поворачиваюсь. Я думала, кто-то из моих детей назвал меня мама. А это пришел первый раз, он в гости, и сразу мам. Ну как его не возьмешь? Впрочем, так Любовь Григорьевна говорит о каждом своем ребенке. Ну как же его не взять? Самыми первыми приемными детьми стали Оля и Ваня Тюжевы, дальние родственники Сыругиных. Когда брат с сестрой остались без родителей, Алексей Павлович предложил взять их к себе. Теперь у них 6 мальчиков и 4 девочки. Образцовая многодетная семья. Кстати, в нынешнем году они официально это подтвердили. Стали победителями областного конкурса. Раньше приемные семьи не принимали участие в этом мероприятии. И совершенно напрасно. Ведь несведущий ни за что не поймет, что дети тут не родные. Все называют мама, папа. За исключением вот первые, потому как они дальние родственники, они привыкли дядя Леша звать и тетя Люба. Что роднее моей мамы никого на свете нет. Это Ванюша, самый младший член семьи. Алексей Павлович ласково называет его «наш ангел». Внешнее сходство у приемного папы с сыном удивительно. Оба обаятельные блондины, любящие петь. Кстати, родного отца Ванечки зовут в точности как приемного. Малыш воспитывается у Сыругиных вместе с родной сестрой Анжеликой. Они были отданы собственными бабушками. Вы, Алексей Павлович, встретила возле магазина она его. Он: «Да. Я слышала, вы детей набираете». Он: «Как это мы набираем?» «Ну вот возьмите мою Анжелочку». Мужчина стал тут же звонить жене, но не успел он толком рассказать о девочке, как выяснилось, что у малышки есть брат. Подошла, взяла его на руки. Он там как пушинка, весь синий. Головенка не держится, он мне ее на плечо уронил. Ну и куда я его с рук спущу? Посадила в машину, повезла домой.
Раньше Любовь Сыругина и представить себе не могла, что у нее будет столько деток. Свою дочку Наталью она уже вырастила, пережила развод. Встреча с Алексеем Павловичем все резко изменила. Для них обоих брак стал вторым. Свадьбу отмечали скромно, без выкупов и пышных нарядов. Все это было ни к чему. Долго решали жилищный вопрос. Через время была куплена 3-комнатная квартира. Когда взяли 6 детей, местные депутаты купили им квартиру на той же лестничной площадке. Прорубили дверь, и теперь в распоряжении 6 комнат. Ребята растут творческие, поют, пожалуй, все, но особые надежды папа возлагает на Сашу Диденкову. Яна занимается в местном театре. Рома серьезно увлекается дзюдо. Грамот у него не счесть. Любовь Григорьевна сетует, что в доме лишь 1 компьютер. Этого 10 ребятишкам, конечно, мало для учебы. И купили бы, благо отец трудится на 4 работах и семью обеспечивает, но вот ставить технику совершенно некуда. Впрочем, приемные детки и без этого многому научились. Мы стали аккуратней, лучше учиться, понимать, как-то, добрее к людям стали. Сразу отношение другое поменялось у нас. Меня научили всему, относиться к близким хорошо. Распорядок в доме Сыругиных существует особый. Чтобы большой семье жилось комфортно, маме приходится просыпаться раньше всех. У меня подъем 5:30. Я кашу варю, чай ставлю. 15 минут 7 начинаю будить их, потому что туалета 2, а их 9. Через 5 минут с интервалом девочек подняла, потом мальчиков подняла. Одноклассникам жизнь многодетной семьи очень любопытна. Детям задают в школе немало вопросов. У вас, наверное, такие большие там кастрюли, сколько вы варите? Ой, а как же вы там почему-то этот вопрос интересует, да? Как же вы там все умещаетесь? Всем интересно, как мы живем. Вот и мы решили заглянуть на кухню. Так какие же здесь кастрюли? Если мама варит борщ на 2 дня, то берет 15-литровую, а второе готовится в 7-литровой жаровне. Не так уж и много, считает Любовь Григорьевна. Сегодня им привезли мясо. Поросенка уже разделали, теперь нужно засолить сало. Может, до Нового года и хватит, смеется хозяйка. Впрочем, тихой, спокойной жизни вдвоем с мужем она уже не представляет. Когда детей было 4, их отправили в Медногорский санаторий. Ой, отдохнем! Мы, значит, тесно было тоже, 3-комнатной, вот в 6-то жили. И в зал вышли, диван разложили, телевизор включили, стол накрыли, поели, легли, телевизор посмотрели, потом встали и не знаем, что делать. Из угла в угол, друг за другом, ходили. Мы неделю вообще в себя прийти не могли. Потом уже начали ездить туда через день в Медногорск, дождались еле-еле, пока они закончится у них этот 21 день. Дети – это цветы жизни, и цветов у детей в доме Сыругиных достаточно. В этом и счастье, считают здесь, чтобы по комнатам звучал детский смех, топали ножки и доверчивые ребячьи глаза внимательно на тебя смотрели.